Здравствуйте! Вы смотрите программу «Акцент» на портале Якутского Саха-информационного агентства. У нас в гостях Николай Николаевич Дегтярев, председатель профсоюзных организаций Республики Саха-Якутия. Тема нашего сегодняшнего разговора – возможная отмена северных льгот. Николай Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия. Окончил Приморский институт переподготовки и повышения квалификации для государственной службы по специальности «Финансы и кредит». Отличник социальной службы Республики Саха-Якутия, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Телагинского наслега Вилюйского улуса. Николай Николаевич, вопрос об отмене северных льгот для работников отложен, но как вы прогнозируете дальнейшие события? Конечно, мы были все против. Представители ФНПР участвуют на общественном совете и, конечно же, высказали отрицательное мнение. И после этого этот вопрос был вообще снят с повестки дня. Ну и сейчас по предложению Ассоциации предпринимателей бизнес-сообщества «Опора России» было обращение правительства Российской Федерации об отмене действия статьи 325 по проезду в отпуск для районов крайней севера и приравненных к ним местностях, для бизнес-сообщества, для малого и среднего бизнеса. Ну, конечно же, после внесенных поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации, вот данную статью 325 части 8, что все предприятия и организации, вне зависимости от формы собственности, должны один раз в 2 года предоставлять проезд в отпуск для своих работников. То есть в конечном счете малый и средний бизнес остается обязанным оплачивать отпуск? Да, согласно действующему законодательству уже Трудового кодекса, они обязаны предоставлять проезд в отпуск, но уже касательно, согласно Трудового кодекса, не только для работника, но и 2 иждивенцев, один раз в 2 года. А вот мы знаем, что вы в Федерации независимых профсоюзов работаете в постоянной комиссии по северам. Вот я знаю, что вы выступали против намерения квотирования рабочих мест для иностранной рабочей силы на территориях опережающего развития. Как вот сейчас сложилась ситуация? В действительности, вот, в первоначальном варианте, когда был разработан проект закона о территориях опережающего социально-экономического развития, там было оговорено, что вообще действие трудового законодательства там не будет. Поэтому, конечно, мы выступали против. Уже в вышедшем, сейчас уже действующем законодательстве конкретно все работники будут работать в согласии с Трудовым кодексом. Да? Трудовые правоотношения будут согласно Трудового кодекса. Но все-таки там оговаривается, что прием иностранной рабочей силы не будет в пределах квоты, которую регион рассматривает. Но там же оговаривается, что в наблюдательные советы будут включаться профсоюзные организации, то есть представители профсоюзов, и наблюдательный совет будет определять долю иностранных работников в данных территориях опережающего роста. Скажите, при рассмотрении бюджета страны на следующий год говорилось об индексации размера пенсии по уровню инфляции на 4%, хотя реальный рост инфляции 12%. Остальную часть размера индексации правительство предлагает установить в зависимости от текущей ситуации в экономике страны. Ваша официальная позиция на это? 7 октября была проведена всероссийская акция к единому дню действий профсоюзов. Да? И там одним из лозунгов было против именно позиций финансового блока. Да? Там финансистов там был один из лозунгов, где конкретно мы уже высказались. Было участие по всей стране, вышло более 2 миллионов человек, участвовали в митинге, в том числе и мы проводили митинг у нас в республике. Конечно же, мы против. Вообще вот по решению изменению законодательства, пенсионного законодательства, позиция профсоюзов это говорит о том, что
Вообще вот профсоюз, то есть пенсионный фонд формируется за счет отложенной заработной платы. Поэтому ни правительство, ни пенсионный фонд не имеют права без участия самих работников решать такие вопросы. То есть, смотрите, вот профсоюзы, они всегда на стороне работающего человека, скажем, пенсионера, да, и очень много позиций тех, которые вы, ну, допустим, не согласны, да. А какие конкретно шаги вот предпринимаются, чтобы, допустим, была индексация заработной платы? Ну, на самом-то деле мы более тесно хотим и работаем в социальном партнерстве, да, и с государственным органом власти, и с работодателем. Поэтому в большей степени все вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы трудящихся, мы хотим решать за столом переговоров. И так и делается. Но все-таки мы не откладываем и другие действия, в том числе проведение митингов, акций по выдвижению позиций профсоюзов, ну и вовлечению здесь большее количество наших и членских организаций. Также мы собираем и подписи, в том числе как раз и вот по отмененным решениям, да, по районным коэффициентам и северным надбавкам. В действительности это по всей стране было достаточно собрано подписей, и я думаю, что и это тоже повлияло. Но также мы не откладываем вообще вопрос забастовки. Но это уже крайняя мера. Мы считаем, что это и в текущей ситуации, да, вообще и политической, и экономической ситуации, и мы считаем, что этого пока делать нельзя. Но мы не отрекаемся от забастовок. Поэтому все-таки, и я вот в Республике Саха-Якутия хочу сказать, что все-таки у нас социальное партнерство более конструктивное, и очень большие споры идут, когда это обсуждается в рабочих комиссиях, но когда уже выводится на трехстороннюю комиссию, это уже согласованные позиции выводятся. Поэтому, когда для общего населения доходит, получается, как будто мы все так быстро все соглашаемся. На самом-то деле до этого проводится очень большая работа. Вот, наверное, я думаю, будет любопытно тем сотрудникам, которые находятся в бюджетных сферах, да, что обязательно должно быть прописано в коллективном договоре и каким образом можно внести в него изменения в свою пользу трудящихся. Вы очень правильно заметили, коллективный договор – это вообще основа всего и вся. Прежде всего, человек, поступающий на работу, на какую-то работу, должен востребовать и посмотреть вообще коллективный договор. Но на самом-то деле основные полагающие социальные гарантии прописаны в трудовом законодательстве, и базисом коллективного договора, ну, ссылка на это есть. Если посмотреть Трудовой кодекс Российской Федерации, то в основном отсылочная идет на коллективный договор. Что это говорит? Что все-таки вот работодатель с представителей трудящихся, профсоюзов, все-таки это вот основной документ трудовых отношений. Да? Ну, что должно быть, кроме оговоренных в трудовом законодательстве? Ну, там отдельно для граждан, вот, ну, малозащищенных, есть и для женщин какое, для женщин с ребенком, для лиц с ограничением здоровья. Все это уже прописано. В дополнение к нему уже вот представители через свои профсоюзы обращаются, что у нас, ну, на срок, определенный срок коллективный договор подписывается. Что должно туда входить? Это дополнительные, возможно, какие-то льготы и гарантии. Ну, что может быть? Большинство своем там пишут, что, ну, на проведение культурно-массовых мероприятий. Иной раз говорят, что этим должны заниматься профсоюзы. А я хочу сказать, что на самом-то деле основная цель и деятельность профсоюзов – это защита социально-трудовых прав. Поэтому вот как раз вот на культмассовые это все-таки больше должен быть заинтересован работодатель. Большинство вот крупных предприятий это понимают и выделяют соответствующие финансовые средства для проведения таких. Ну а чисто для работника это дополнительное время отдыха,
это при каких-то ситуациях, обстоятельствах, ну, и есть у некоторых прописано вот, юбилейные мероприятия, да, когда работник оказывается в трудной жизненной ситуации, оказание материальной помощи. Поэтому мы всегда говорим о том, и мы распространяем опыт передовых лучших коллективных договоров по республике. Если говорить в целом, вот, наших крупных компаний, Алроса, да, тот же Якутсэнерго, коллективные договора были признаны лучшими в Российской Федерации. Мгм. Ну и завершая наш разговор, скажите, пожалуйста, вот 27 ноября мы в республике будем отмечать День профсоюзного работника, да, а грядущий 2016 год это будет юбилейный год, 95 лет со дня создания самой массовой на сегодняшний день общественной организации, да. Какие-то итоги будут, планы на будущее? Вот как раз сейчас у нас проводится декада, посвященная Дню профсоюзного работника. Мы начали с проведения Дня бесплатной юридической помощи. Также была проведена молодежная конференция, студенческая конференция, как раз посвященная юбилейным мероприятиям 110-летию профсоюзного движения Российской Федерации, 25-летие ФНПР. Ну и вот 24-го у нас пройдет отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов Республики, где конкретно мы изложим итоги пятилетия. Ну и, конечно же, будут поставлены основные задачи на следующий год. Конечно же, вот первостепенно, вот в основных направлениях мы ставим вообще охват коллективными договорами. Пока у нас даже в тех профсоюзных организациях, то есть организациях, где есть профсоюзы, у нас охват коллективными договорами 94%. Но это не говорит, что они вот 6% не хотят. На самом деле это идут переговоры между работодателями, профсоюзами, представителями работников. И вот этот процент должен быть 100% охватом. Это, как я уже сказал, коллективный договор есть основа основ. Поэтому в этом направлении мы будем работать. Конечно же, укрепление профсоюзного единства. К сожалению, у нас идет тенденция снижения членов профсоюза у нас в республике, хотя мы являемся самой большой организацией на Дальнем Востоке. И тенденция не такая уж масштабная, как в других регионах, потому что все-таки наши и работники, и работодатели понимают, что на Крайнем Севере без поддержки профсоюзов ну, будет очень сложно. Поэтому все-таки в этих направлениях по мотивации профсоюзного членства будем отрабатывать. Ну и, конечно же, еще раз усиливать нашу работу социального партнерства. В том числе вот мы не до конца пользуемся правом нашей законодательной инициативы. Профсоюз обладает таким правом. Поэтому в рамках улучшения в жизни не только членов профсоюза, но и трудящихся мы в этих направлениях будем работать. Николай Николаевич, спасибо большое, что нашли время и посетили нас. С вами была передача «Акцент». Всего доброго.